Прием документов от абитуриентов в военные вузы страны в самом разгаре. Военные комиссариаты ждут всех, кто решил связать свою жизнь со службой Отечеству. Сегодня такое образование — это не просто престижно, это уверенность в завтрашнем дне, стабильность и широкие карьерные перспективы. У желающих поступить еще есть время для подачи документов. В военном комиссариате города Назаранского района уже начали принимать документы для поступающих в военно-учебное заведение. Прием документов будет осуществляться до конца апреля 2026 года. Выбор училища он огромный. По состоянию на сегодняшний день в военный комиссариат поступлением обратились уже порядка 25 человек. Все они рассмотрены, прошли медкомиссию, и личные дела уже формируются. Выбор направлений для службы огромен. По всей стране открыты двери около 80 военных учебных заведений. Это институты, университеты и академии всех видов родов войск, от сухопутных до космических. Прохожу военную службу в военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова. Наша академия готовит специалистов для воздушно-космических сил, в частности для командования противовоздушной, противоракетной обороны. У нас курсанты первый год проживают в казарме, и со второго года они со второго курса начинают жить в компактных общежитиях. Сам процесс обучения заключается в том, что у них все современные технологии, у каждого курсанта у нас есть планшеты, ноутбуки, тоже у нас актуальный вопрос, то есть у нас развернуто полностью тренажер по панцирю и учебные моделирующие комплексы, где можно включить ту или иную, смоделировать любую станцию радиотехническую, то есть зашито программное обеспечение и выбирается тот или иная станция, и он уже видит то, что он будет видеть в войсках. Государство обеспечивает комплексную поддержку военных специалистов на всех этапах их подготовки. Курсанты находятся на полном государственном обеспечении, которое включает бесплатное обучение, питание, обмундирование и достойное денежное довольствие. После успешного завершения обучения выпускники гарантированно получают распределение на офицерские должности. Их дальнейший карьерный рост зависит исключительно от личных амбиций и уровня профессиональной подготовки. Важным преимуществом обучения является получение 2 дипломов по военной специальности и по гражданскому направлению. Каждый вуз предлагает свои гражданские специализации. Например, в Академии военно-космической обороны можно получить гражданскую квалификацию инженер. После окончания выдается диплом государственного образца, специальность инженер. То есть с этим дипломом везде можно будет трудоустроиться. Помимо основного образования можно получить дополнительное образование, это военный переводчик. То есть у нас есть специальные курсы на кафедре иностранного языка, где они уже занимаются военным переводом. Он отличается от обычного иностранного языка. Также во время обучения курсанты сдают на права категории БЦ. Стать офицером значит выбрать путь лидера и защитника. Это уважение в обществе и крепкое плечо товарищей. Выпускники военных вузов — это не просто специалисты, это управленцы, способные отвечать за сложнейшие технические системы и за людей. Тех кандидатов, которые сейчас учатся в школе, им необходимо уже сейчас определиться с тем экзаменом по ЕГЭ, потому что это очень влияет на тот перечень вузов, куда он может поступить. Поэтому это желательно сделать даже в декабре, приехать в военкомат. Тех кандидатов, которые у нас заканчивают в следующем году колледж, которые после 9 класса ушли обучаться, они сдают внутренний экзамен, 3 экзамена внутренних, очно. Пройти медкомиссию, профпригодность и уже ждать повестки, справки вызова на сдачу вступительных испытаний. Такой шанс выпадает не каждый день. До 20 апреля есть время взвесить все «за» и сделать шаг к профессии, которая обеспечит будущее и даст путевку. Жизнь, полную смысла, чести и доблести. Узнать подробности о военных вузах можно в любом военном комиссариате по месту жительства или на официальном сайте Министерства обороны страны. Адам Гулоев, Хасан Евлоев, Магаз 24.